Насколько формальные данные потребителей услуг ЖКХ соответствуют фактически? Расхождения в цифрах влияют на сборы коммунальных платежей. Для получения точных данных в районах столицы работают специальные комиссии. Сколько человек прописано в Грозном и сколько на самом деле в нем проживает, но не оплачивает блага цивилизации, узнавала Алевтина Бонадыкова. Прописано 8 уж, Элина у вас не выписалась, да? Разве? По крайней мере, у нас не отмечено. 3 года обязательно уже. Выписки. Они, конечно, не счетная палата, но точно знают, цифры порой не соответствуют действительности. Она такова, что количество зарегистрированных и фактически проживающих граждан иногда не совпадает. И вот представители комиссии, например, Ленинского района Грозного, составляют новый список. Там жители по конкретному адресу. То больше, то меньше. Такая вот рулетка, с которой сегодня разбираются местные власти. Фактически проживание людей. Это вот такая перепись населения, не всероссийская, а районная, в которой участвуют 7 оперативных групп с представителями ресурсоснабжающих организаций. Для последних такая информация – большое подспорье в начислении коммунальных платежей. Обошли 2864 дворов. Результаты проверки они установили единые фамилии, имя, отчество, адрес. За эти 2 дня добавлено 2384 человека. Сняли 887 человек. Это работа всей группы. На время оставив свои кабинеты, сотрудники Старопромысловской префектуры также вышли на круглосуточные рейды. Днем многие работают, поэтому приходится вновь и вновь приходить по одному адресу, только уже вечером, а иногда и ночью. Такие комиссии сегодня работают в 4 районах столицы. Неучтенным, как говорится, не останется ни один человек и даже квадратный метр. Мы уже около 2000 адресов за эти 2 дня уже прошли. Думаем, что к сроку, указанному мэром города Грозного, мы закончим данную работу. Ну, конечно, есть погрешности, но я думаю, что в ближайшее время мы эту ситуацию исправим. У нас будет одна единая база, где будет точно указано количество людей, проживающих по своим адресам. Сегодня в мэрии говорят, новая база абонентов – лучший способ решить вопрос коммунальных платежей. Теперь власти смогут увидеть точную картину происходящего и решить, кто платит, а кто нет. Для того, чтобы уточнить количество проживающих, чтобы уточнить параметры строения и вообще, чтобы понять, есть эта услуга или нет. Потому что, допустим, у энергетиков может быть подключена, значит, электроэнергия, а воды может не быть. Работа комиссии продлится до 12 сентября. К этому времени посчитают каждого грозненца, а также его квадратуру жилья, количество прописанных и, как говорится, мертвых душ. Последних, как выяснилось, достаточно. Алевтина Бонадыкова, Хамзат Аюбов, Расул Арцухаев, Луиза Юнусова и Зелим Закаев. Новости.